Дорогие друзья, сегодня мы находимся с вами в уникальном месте, в историческом здании. Это доходный дом Романова. Он был купцом, и сегодня мы поговорим вообще об этом доме, о хозяине этого дома и об очень интересных событиях, с которыми связано очень многое в истории нашей республики. Многие проживают на улице Бабушкина, на улице Курнатовского, но немногие знают, кто это и каким образом эти люди связаны с этим домом. Разобраться во всех этих вопросах нам поможет историк Павел Кокорин. Павел, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы находимся сейчас у макета старинного дома, именно макет дома самого вот Романова, да? В этом же доме мы и находимся. Это макет этого дома. Мы видим с вами, друзья, это дом одноэтажный, но это, в общем-то, со стороны обманчивое такое вот представление. На самом деле дом двухэтажный. Почему местным жителям, которые происходили, скажем так, не из каких-то там знатных родов, разрешалось строить именно вот только такие дома, одноэтажные? Причина заключается в том, что такие двухэтажные дома могли себе позволить только высшие царские чиновники, а именно губернатор, якутский губернатор мог себе позволить вот такие двухэтажные здания. Только из высших сословий люди могли себе это позволить, вот чиновники. Но все-таки дом был двухэтажный, а вот первый этаж, он где спрятался? Это было подвальное помещение? Дело в том, что первый этаж данного дома Федота Петровича Романова являлся техническим этажом. В нем проживали 3 человека, обслуживающий персонал, повар, дворник и столбник. Он был вообще купцом, да? Угу. Или как? Он относился к какой-то гильдии купеческой по документам? Или кем он был? Вот самое интересное то, что сам Федот Петрович как официально купцом не являлся, так как он не имел гильдии. Он был домостроителем, мастером столярного дела. Он обучался этому самостоятельно, делал мебель для своего дома. И таких домов, доходных домов он построил 4 в городе. Но именно в этом доме он проживал с семьей? Нет, он проживал в другом одноэтажном доме, а данный дом, представленный Федота Романова, в нем проживали только полицейные, 2 человека. То есть это дом сдавался? Да. Доходные дома почему не так назывались? Потому что Федот Петрович Романов получал доход от этих домов, сдавая их в аренду. Этот дом предназначался только для проживания политических ссыльных. А сколько таких домов было у Федота Романова? У Федота Петровича Романова таких домов было 4. Теперь скажите, какое событие вообще связано с именем Романова? Почему это место называют Романовкой? Дело в том, что именно в этом самом доме Федота Петровича Романова произошел романовский протест, вооруженный протест политических ссыльных, который длился с 18 февраля по 7 марта 1904 года. Суть протеста заключалась в том, что это было уже начало 20 века, революционная ситуация в царской России накалялась, сильно обострилась, и дело в том, что политсыльные в Якутии, их жизнь была очень тяжелой в якутской политической ссылке, с экстремальными климатическими условиями, которые не привыкли, собственно, политсыльные, которые проживали в европейской части России. Да и произвол царских чиновников никто не отменял. Также были политсыльные, которые должны были выйти на свободу по истечению срока ссылки, а их не выпускали, не отпускали обратно домой. И это еще далеко не все причины начавшегося протеста. Сколько он длился? Он длился целых 18 суток, с 18 февраля по 7 марта. И группа политсыльных, которая насчитывала от 40 до 50 человек, во главе с Виктором Курнатовским и Антоном Костюшко-Валежаничем, это были большевики, социал-демократы, они забаррикадировались в этом доме, заколотив окна, двери,
Все это было сделано при помощи топоров, и они хорошо подготовились к этому протесту, были вооружены ружьями, пистолетами, в данном случае револьверами и топорами. Вот. И они, романовцы, будучи вот запертыми, ну вот, закрывшись в этом доме, написали листовки вот с резолюциями вот в адрес губернатора с просьбой вот с требованием отменить произвольные вот решения царских властей, отпустить тех полицейных, которые должны были выйти на свободу, разрешить им покидать место ссылки, вот, отлучиться вот, по необходимости, так как их до этого не выпускали вообще. Не запрещалось покидать место ссылки. Ну вот, однако губернатор Булатов в то время, он отказался выполнять требования протестующих ссыльных, да и вообще сами романовцы даже планировали захват власти в городе Якутске, вот этим самым вот разжечь пламя революции, как они планировали еще в Сибири. То есть, если бы романовцы вот смогли бы еще тогда добиться вот выполнения вот резолюции, то, возможно, революция вообще, Великая Русская революция могла бы уже с Сибири начаться. Уже с 4 по 7 марта началась перестрелка. До этого вот были высланы войска, солдаты, оцепившие здание, вот держали в осаде здание. И только 4 марта была совершена провокация со стороны царских солдат. Они начали выбивать окна, и романовцы дали отпор. Вот, погиб один участник протеста, Егор Матлахов, единственный погибший, и был тяжело ранен Костюшка Валежанич, один из руководителей этого самого протеста. Со стороны солдат было две потери, один убитый солдат и другой раненый. Ну и в итоге 7 марта вот все эти факторы, гибель Матлахова и ранение Костюшка Валежанича, и сказались на дальнейшем ходе протеста. И тогда же в ночь 6 на 7 марта романовцы сломали все свое оружие, всю ночь они его ломали при помощи топоров, повредили ружья, пистолеты, чтобы это не досталось врагу, так как это они считали это делом чести, вот, вопросом чести, точнее сказать. И уже к утру все романовцы приняли решение вот полностью сдаться, сложили все свое поврежденное оружие, и они были арестованы царскими властями. И позже, летом того же года, 1904 года, начался судебный процесс над романовцами, и в итоге окружной суд города Якутска приговорил романовцев к 12 годам каторжных работ. Это было очень суровое и тяжелое наказание, уступающее разве что смертной казни. Ну и начались массовые акции протеста, митинги в поддержку вот романовцев. Иван Бабушкин, вот один из самых известных революционеров-большевиков, он активно начал собирать подписи в поддержку вот романовцев, организовывал вот ряд мер по поддержке вот осужденных протестующих. Также по всей России, в том числе и в самой Якутии, вот в населенных пунктах Якутии начались вот, там тоже были полицейные, они также начали митинги протеста. Ну и также по всей России и даже за рубежом, в Лондоне, Женеве и Берлине начались митинги солидарности. И в итоге, в октябре 1905 года, когда уже началась первая русская революция, все романовцы были амнистированы, вышли на свободу. Дорогие друзья, ну а вот эта вот экспозиция, она как раз-таки рассказывает о самом Федоте Петровиче Романове. Кто он, как он жил, чем он занимался. Ну, передаю слово нашему спикеру. Федот Петрович Романов родился в 1859 году в западно-кангаласском Улусе в семье многодетной, крестьянской. То есть сам Федот Петрович Романов не имел происхождения благородного, знатного. Он был из простых якутов. И в молодые годы, в 20 лет, он переехал в город Якутск, где он обучился самостоятельно ремеслу,
вот, столярному делу и начал заниматься домостроительством. И в 1880 году Федот Романов построил этот дом, который позже станет известен как Романовка, место, где произошел романовский вооруженный протест полицейных. Вот, был назван по имени хозяина дома, и Федот Петрович Романов построил таких домов 4. Они назывались доходные дома, потому что он их сдавал в аренду, за что и получал доход. Он был женат на Екатерине Семеновне Олесовой в девичестве. Это была его вторая жена. И Федота Петровича вот, осталось вот, большое потомство, вот, дети, внуки, правнуки. Что касаемо дома, вот, Федот Петрович Романов, он разработал свою методику строительства вот, фундамента для своих домов. Почему они вот, выдерживали, вот этот дом выдержал, стоял, несмотря на то, что деревянный, он имел каменный фундамент, который позволял ему быть устойчивым, несмотря на вечную мерзлоту. И мощные климатические вот, условия, вот, экстремальные климатические условия нашей республики, вот, нашего края, точнее сказать. Ну, по сути, это остался единственный сохранившийся дом Федота Петровича Романова, и конкретно в нем проживали 2 полицейных, так как этот дом был отведен для проживания полицейными. И также вот среди них самый известный был полицейный в городе Якутске, это Василий Петрович Приютов, основатель первого кинотеатра в Якутии, назывался «Синематограф Василия Приютова». Он был фотографом и портным. Он как раз-таки проживал в этом самом доме, был очень дружен с Федотом Петровичем Романовым и его женой, много общался с ними. Да и для Федота Петровича было очень важно вот, иметь связи вот с полицейными, так как все это люди были очень грамотные, интеллигентные. И так Федот Петрович многое узнавал о внешнем мире, о том, что происходит в остальном мире, скажем так. Так, в итоге, вот, в результате вот, революции 17 года и последующей вот, гражданской войны все имущество Федота Петровича Романова было конфисковано в пользу советской власти. И при том, что Федот Петрович и Екатерина Семеновна не пострадали вот, от политических репрессий 30-х годов, в отличие от других купцов. И они проживали в очень таких скромных условиях, в обычном бараке. Федот Петрович Романов построил 7-ю школу по улице Белинского. И в итоге Федота Петровича не стало в 1943 году. Умер в один год с Емельяном Ярославским, основателем Якутского музея. Ну и после себя вот он оставил вот не только вот этот дом, но и, вот, как я говорил ранее, вот целое поколение вот семьи Романовых. Среди них был самый известный, пожалуй, вот из потомков. Это Петр Аполлонович Романов. Был известный первый якутский генетик. Он занимался вопросом изучением якутского рогатого скота, лошадей и коров, так как они являются очень уникальным видом, способным выдерживать сильные морозы и давать больше молока. И Петр Аполлонович боролся за сохранение данного вида, уникального вида якутского рогатого скота. Вот, он с этим выступал вот в международных научных конференциях, причем успешно. Дорогие друзья, но, как мы поняли, Романов был не только вообще уникальным человеком, скажем так, в домостроении нашего города Якутска. Он разработал уникальную методику построения домов, которые простояли, ну, буквально вот 2 века и достаточно крепкие. Но и еще он был уникальным мастером столярного искусства, можно так сказать, да, даже в общем-то. И сегодня вот об этой стороне жизни Романова нам расскажет краевед Надежда Пермикина. Здравствуйте, Надежда. Добрый день. Как вы уже правильно отметили, что
Романов был не только домовладельцем данного здания, но он был уникальным мастером-самоучкой. И часть своих домов он мебелировал предметами собственного производства. В нашем музее здесь можно увидеть несколько предметов, изготовленных им самим, и они в прекрасном сохранном состоянии. И вашему вниманию я сейчас предлагаю осмотреть вот такую этажерку. Этажерки у нас были необходимы для того, чтобы там вставлять предметы декора, интерьера. Это могли быть красивые статуэтки фарфоровые и, возможно, книги. Но сейчас, вот, в наше советское время, этажерки были предназначены для хранения книг. Обычно они имели несколько ярусов, и самые тяжелые предметы находились в нижней части. Этажерка, она занимала мало места, была таким изящным оформлением любого дома, и мы могли их часто видеть в советское время. А для Романова мы видим, что сама конструкция была довольно-таки крепкой. Вот эти балясины, которые являются как бы опорой, они тоже изготовлены из цельного дерева, и вот эти перекладинки тоже из цельного дерева. То есть, какое дерево? но обычно это, скорее всего, это береза, сосна, которые сохраняют свою текстуру долгое время. А самое главное, они должны были выдержать вес тяжелых книг и тяжелых предметов, например, фарфора. То, чем могли украсить и еще статуэтки, которые могли быть металлическими. Вот. А в советское время стали вот эту основу делать более тонкую, так, менее изящную, и обычно вот эти перекладинки делали из арголита либо фанеры. Ну и вообще вот эту этажерку сделал сам своими руками. Да, вот получается, что он прежде всего был столяром, и поэтому, наверное, первоначально я полагаю, что он был столяром, начал с изготовления предметов мебели, потом перешел к более сложным таким предметам, как буфеты. И поэтому я сейчас вот предлагаю переместиться в другое помещение, в другой зал, где мы можем увидеть еще одно эксклюзивное его творение. Буфеты – это предмет мебели, который появился в мире в XVII веке. Первоначально основой были сундуки, которые имели вот такие ножки. В них было удобно размещать еду и хранить предметы. В дальнейшем, когда началось градостроительство, появились города, квартиры, многоэтажные дома, появилась необходимость в мебели, которая бы вмещала больше предметов. Поэтому к той самой столешнице, которая была наверху, прикрепляли еще верхнюю часть, в которой могли разместить другие предметы. Буфет он имеет происхождение с Франции, и он означал столешницу, на которой можно было разместить закуски. В дальнейшем он имеет разные свои трансформации, и теперь мы можем увидеть два вида буфетов. Одни буфеты, как вот данный предмет, он предназначен для кухни, а вторая форма была предназначена для столовых комнат, которые были чаще всего у более состоятельных людей. В чем было различие? Обычно буфет, который предназначен для кухни, он не имел вот таких распашных дверц. Эта часть была более узкой, и на ней находились различные специи, которые необходимы были для приготовления пищи. И обычно приготовлением пищи занимались кухарки. То есть она должна была быстро приготовить блюдо рядом с очагом, а потом в дальнейшем отнести в столовую, в которой находились хозяева и их гости, которых нужно было накормить. Нижняя часть представляла собой тумбу, в которой были как бы два отделения. Чаще всего нижняя часть – это распашные дверцы и полочки внутри, а в верхней части два выдвижных ящика. Обычно в выдвижных ящиках хранили вот такие предметы столовые приборы. Это вилки, ножи, и чаще всего они, конечно, были из серебра, и поэтому мы здесь видим обязательно наличие врезного замка. То есть вот эти места имели ключи, чтобы ни один предмет в дальнейшем никуда не пропал. Во втором ящике чаще всего могли хранить столовые принадлежности. Это полотенца, салфетки, которые необходимы были при подаче и могли являться частью сервировки стола. Очень необычна была нижняя часть, потому что у каждой страны были свои особенности.
Мы знаем, что в России было принято чаепитие самоваром, и поэтому у нас в России нижняя часть должна была по высоте быть такой, чтобы туда вместился самовар. В других странах это место должно было вместить бутыль с вином, как, например, в Италии. В Германии именно в этой части хранили пивные кружки и различные предметы. И поэтому нижняя часть это была максимально устойчивой частью, обязательно изготовлена из массива дерева, потому что чаще всего здесь хранили посуду из металла. Это в то время была латунь. Но, конечно, если буфет был более простого образца, то, конечно, там могли находиться чугунки, керамическая тяжелая посуда. В верхней части обычно располагали посуду для чаепития. Естественно, что у нас они имели стеклянные вставочки, чтобы через стекло можно было увидеть качество и роскошь фарфора. И, естественно, и здесь мы могли наблюдать наличие замка, потому что фарфор это всегда было состояние семьи. И такое понятие, как фамильное серебро, фамильный фарфор передавались с одного поколения в другой. Здесь мы видим буфет, изготовленный самим Романовым. Он сделан из массива дерева, и он не имеет переходного такого мостика, который был у большей части буфетов. Обычно иногда вот между, когда ставили вот эту верхнюю часть, то здесь имелись две ножки. Они должны были быть более такие витиеватыми, красивыми, а в той части могло располагаться зеркало, чтобы можно было видеть отражение. И чаще всего в этой части могли располагаться фрукты, закуски и то, что необходимо для чая. Здесь мы видим то, что он постарался декорировать резными деталями, что придавало особое изящество и по изготовлению было более сложным. И поэтому буфеты, которые имели декор, были более дорогими. Среди уникальных экспонатов музея политической ссылки мы можем отнести и вот этот деревянный комод, изготовленный, опять же, Федотом Романовым. Здесь я хочу отметить то, что у выдвижных ящиков мы видим необычной формы ручки. Обычно ручки могли изготавливать специалисты с кабинных это скобяные изделия, то есть из металла. Пока что неизвестно, сам ли он лично изготавливал вот эти металлические детали, но то, что вот на двух предметах мы видим разные виды скобяных изделий, это говорит о том, что у него мебель была всегда оригинальной, красивой, и он старался делать так, чтобы каждое изделие было не похоже одно на других. В принципе, это было особенностью того 18-19 века, когда вещи изготавливались конкретно для одного хозяина, для одной семьи, и при этом можно было найти почерк человека-мастера. Дорогие друзья, ну вот, мы с вами поговорили об уникальном таланте Романова, который вошел в историю нашей республики. Мы побывали в его доме, полюбовались на предметы мебели, которые изготовил сам мастер.